Понедельник, 25 августа 2025 года. В Республике Башкортостан 9 часов утра. Это значит, что на канале «Аспекты Башкортостан» начинается новый очередной выпуск «Аспектов Республики». Это ежедневное утреннее шоу, если можно так сказать, где мы с вами обсуждаем текущую информационную повестку, новости нашего региона и всего того, что происходит вокруг нашей родной республики. Мы это делаем совместно, поэтому, конечно же, всякий раз я должен напомнить о том, что жду ваших сообщений, комментариев, вопросов, реплик, любых соображений, в общем-то, в чате нашей трансляции в Ютубе. Отдельно приветствую зрителей, которые смотрят нас в телеграм-канале «Аспектов», и там есть прямая трансляция, там же потом оказывается запись. Всех так или иначе рад видеть и благодарю за то, что вы с нами. У нас последняя неделя уходящего лета 2025 года. В этом смысле, конечно, каких-то глобальных выводов делать мы с вами сегодня не будем. Но нам есть, скажем так, что вспомнить, исходя из некоторых дат, скажем так, которые произошли на этой неделе, случились на этой неделе. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте начнем с новостей в стране и в мире по итогам воскресенья 24 августа. Итак, пожар вспыхнул на терминале «Новотека» в порту Усть-Луга в результате налета дронов, сообщил ленинградский губернатор. В Самарской области под удар попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, пишет Астра. Министерство обороны отчиталось о перехвате более 90 дронов над несколькими регионами. Беспилотник тем временем попал по трансформатору в районе Курской атомной электростанции, утверждает глава региона. При падении дрон взорвался. На месте вспыхнул пожар, который потушен был довольно скоро. Энергоблок номер 3 был разгружен на 50%. Как утверждается, радиационный фон не изменился. Около 1500 пассажиров ждали вылета из-за задержек рейсов в аэропортах Сибири, сообщала транспортная прокуратура. Десятки вылетов перенесены также были в аэропорту Пулково в Петербурге. По словам очевидцев, люди спали на ковриках в терминалах. Росавиация вводила массовые ограничения на фоне воздушных атак. Украина подверглась налету более 70 беспилотников в ночь на воскресенье, а также атаки ракетой «Искандер», утверждали в ВСУ. Один человек погиб на юго-востоке Днепропетровской области. Повреждены многоквартирный и частный дом. Еще один житель пострадал в результате сброса взрывчатки на Херсон. Правитель Беларуси вновь поздравил Украину с Днем независимости и пожелал ей мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития. Лидер КНР в своем поздравлении отметил традиционные дружеские отношения между Киевом и Пекином, а президент США сказал, что мужество Украины вдохновляет многих. Правительство и ФСБ проверят номера мобильных телефонов, которые привязаны к госуслугам, пишет ТАСС. Их будут откреплять от профиля, если выяснится, что сим-карта больше не принадлежит указанному человеку. Власти объяснили это борьбой со злоумышленниками, которые пытаются получить доступ к аккаунтам. 10 человек пропали при восхождении на вулкан на Курилах, сообщил глава одноименного округа Сахалинской области. Речь идет о 9 туристах и гиде. Причиной мог стать густой туман. Когда он рассеется, МЧС обещала поднять поисковый вертолет. Мы с вами ознакомились с новостями по итогам воскресенья 24 августа в стране и в мире. А сейчас, соответственно, будем переходить к нашей с вами республиканской повестке. Хаттабыч, Азат, Ерлан присоединились к нашему разговору. Рад вас всех приветствовать, дорогие друзья. Спасибо за пожелание хорошего эфира. Так, меняем башполитзеков на шайтанов, торгующих родиной, пишет Хаттабыч. Видимо, провозглашая тем самым некий лозунг.
Да, мы сегодня, конечно, должны вспомнить как минимум нескольких политзеков, в том числе на примере нашего политика номер один, на мой взгляд, Айрата Дильмухаметова. Но все-таки по порядку. Значит, из простых новостей, может быть, не самых важных, но о которых писали в минувшие выходные. Клуб в Уфе продолжил работу после суда о нарушениях пожарной безопасности. Речь идет о заведении под названием Music Hall 27. Заведение находится на улице Кирова, перекрестке с Крупской. Да? Довольно-таки известное в последние 5-6 лет в Уфе заведение. В нем, значит, прокомментировали судебные разбирательства, связанные с нарушениями пожарной безопасности. Представители заведения высказались в своих соцсетях, оказывается. Ранее стало известно, что суд принял решение об административном приостановлении деятельности некого ИП на 20 дней после проверки в клубе. Представители же заведения сообщили, что это не означает закрытие их заведения. Действительно, в этом году мы проводили масштабные работы по модернизации систем противопожарной безопасности, установили новое оборудование, фактически собрали вторую систему. Все работы были завершены. На момент судебного разбирательства не было готово заключение лаборатории, но сейчас оно есть. Суд вынес запрет в отношении одного из собственников помещения. То есть они утверждают, что все нормально, это все некие формальные процедуры. Так что завсегдатаи могут быть спокойны. Тот же портал Уфа-1 сообщает о том, как в центре Уфы после жестокой драки, но никого бы то ни было, а девушек, возбудили уголовное дело. Значит, уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Это часть 1 статьи 213. Драка произошла между девушками на улице Цюрюпы. Видео инцидента опубликовали в соцсетях в результате того, что заснял это все некий очевидец. Дальше цитата очень любопытная. «Девушка периодически избивает других девочек», заявил автор ролика. То есть, как будто бы он в курсе событий, в общем-то, и знаком буквально с участницами инцидента. Дальше он продолжает. «Никто ничего не делает, не вмешивается. Ее друзья-парни стоят специально, охраняют, чтобы никто их не разнимал». Судя по кадрам с места, драка была достаточно жесткой. На бордюре после потасовки осталась кровь. В общем, каких-то подробностей, кто кого обидел, кто кого, я не знаю, кто кому дорогу перешел, ничего об этом не говорится. Но, опять же, мы видим, что в этом смысле бытовая жестокость, она была, есть и остается, и будет, наверное, куда же без этого. Вопрос лишь в том, насколько ее становится больше, или, может быть, она сохраняется на том же уровне, на каком была. Здесь, конечно, лично мне судить довольно сложно. Хотя, опять-таки, все объективные факторы подсказывают, что сейчас, в наши дни, в наше время, такого рода действия, такого рода поступки, они приобретают чуть большую социальную одобряемость, если хотите. То есть в условиях войны, в условиях, когда ничего зазорного нет в том, чтобы нападать и убивать соседей, становится очевидным, что и в быту обычные люди тоже считывают эти посылы, эти нормы, скажем так, если хотите, новые, и ведут себя аналогичным образом. Азат вспоминает: «Я какое-то время вообще из клубов не выходил в Уфе. Эх, было время». Тут я тоже могу вспомнить. Единственное, это все было в эпоху до появления Music Hall 27. Да, это скорее нулевые годы, самое начало 10-х годов. Та эпоха, когда еще работали огни Уфы под названием «Огни Уфы». Модными были такие места, как А-кафе, вместо которых нынче у нас уже высотки возведены, против которых даже Хабиров выступил, но, как выяснилось, ничего сделать не смог. Эх, молодость, да? Ладно. Это все, как говорится, отдельно. А
у нас с вами своя информационная повестка. Статистика довольно любопытная и тоже в некотором роде показательная, развивающая тему, которую я вот сейчас затрагиваю, связанную со строительством высоток. Предложение долгосрочной аренды квартир в Уфе за год выросло на 45%. Об этом сообщает пресс-служба компании «Авито», «Авито недвижимость» в частности. В городе на 35% увеличился выбор однокомнатных квартир, на 47% увеличился выбор двухкомнатных квартир и на 38% трехкомнатных квартир. На 39% больше стало студий среди предлагаемых на рынке вариантов. По сравнению с июлем 2024 года предложение на платформе увеличилось в среднем на 30%. Самый значительный прирост предложения за год отмечается даже не в Уфе, а в Воронеже. Наверное, частота прилета беспилотников имеет свое значение, да? Также в Сочи предложение выросло и в Челябинске, кстати говоря. Здесь с беспилотниками, хотя у нас все гораздо спокойнее. В Уфе с июня по июль этого года интерес к аренде квартир подрос, но незначительно, на 15%. При этом спрос на однокомнатные квартиры увеличился чуть больше, на 18%. Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Уфе в июле этого года составила 25 тысяч рублей. По сравнению с июлем 2024 года аренда, получается, снизилась, но всего на 4%. Как мы видим, предложение на рынке возросло существенно, но корректировка цен в связи с этим произошла незначительная. Вопрос, соответственно, да? Почему так происходит? Ну, а Азат комментирует: путинки захватили рынок. Действительно, в среде застройщиков, девелоперов и даже уже потребителей малогабаритные квартиры называют путинками. Это определенный признак эпохи. Хотя эпоха, надо сказать, очень длительная, уже больше 25 лет, и нельзя ее назвать, эту эпоху, однородной. Она действительно очень разная. Вот. Но путинки – это, наверное, все-таки признак последних 10-15 лет из всей этой глобальной эпохи. И, знаете ли, тут мнения экспертов прям-таки очень разнятся. От самых пессимистичных до более или менее сдержанных. О том, к чему это может привести с точки зрения рынка недвижимости в целом. Все-таки в какой-то момент критическая масса малогабаритных квартир может оказаться крайне высокой, и цены на них тогда могут резко опуститься. Просто потому, что количество их увеличивается, а вот количество тех людей, кто будет готов их использовать, оно не растет, а наоборот падает с учетом демографии. То есть молодых семей без детей, грубо говоря, в какой-то момент может оказаться сильно-сильно меньше, чем на рынке присутствует такого рода малогабаритных квартир для молодых и одиноких людей. Опять-таки, это мнение даже не мое, а тех, кто в этом вопросе разбирается чуть лучше. Так. Ну, хотя, знаете ли, если уж так говорить и сравнивать с тем, как эта ситуация с недвижимостью в разных странах выглядит, свои перегибы, свои перекосы, скажем так, есть в разных местах. Здесь вот у нас в Германии, скажем, есть с этим другие проблемы. И они как раз связаны с тем, что в результате желания государства сделать, чтобы всем было хорошо, в результате принятия соответствующих нормативов, поправок, ограничений, рынок получается перекошенный и очень нелогичный, что ли. В то время, когда люди, заключившие договора аренды несколько лет назад, продолжают платить копейки за аренду, потому что владельцы недвижимости не имеют права просто-напросто повысить цену и привести ее в соответствие с рыночной. По крайней мере, сразу не могут повысить. Это очень медленный, постепенный процесс. Так вот, в это же самое время новые арендаторы, снимающие жилье сейчас, вынуждены заплатить и за себя, и за того парня. Потому что, условно говоря, фирма, владеющая
сетью квартир за счет новых договоров компенсирует недополученные деньги со старых арендаторов. Задумка как бы вроде еще раз хорошая, да? Арендодатель вроде как не может резко повышать цену, но из-за этого страдают другие потребители. И таких примеров можно множество приводить. В общем, это как бы не очень, на самом деле, нравится потребителю, по крайней мере, части, да, новых потребителей. Но, опять же, это не значит, что все с одной стороны ужасно, и с другой стороны не значит, что не надо ничего делать, надо что-то делать с этим. И, в общем, таких примеров довольно много. Так. Мне тут вчера сообщила квартирантка, пишет Клара Целкина, что съезжает. Муж погиб на СВО. Как я не стараюсь держаться подальше от СВОшников, они меня догоняют. Ай-яй-яй, даже тут, так или иначе, да, вокруг вас. Ну, сочувствую буквально. Хотя, наверное, тут есть и повод для оптимизма. Другие люди заедут. Так, дальше двигаемся. Пруфы сообщают следующую информацию. Башкирский чиновник стал примером при объяснении, чем же отличается откат от взятки. Если вы задумывались или интересовались ответом на этот, казалось бы, очень примитивный вопрос, то вот вам, пожалуйста. В Верховном суде России на примере башкирского чиновника разъяснили разницу между взяткой и откатом. Чтобы признать гражданина виновным в получении взятки, нужно собрать доказательства того, что деньги были переданы должностному лицу именно за служебные действия или покровительство. Если же должностное лицо получало деньги в результате схемы перераспределения бюджетных средств, то это уже другая статья. Бывший башкирский чиновник Дим Муслимов, вот такой вот, я первый раз слышу, если честно, такое имя и фамилию. Так вот, он подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Ранее он занимал должность начальника Федерального государственного казенного учреждения в Башкортостане. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки. В жалобе чиновника говорится, что 31 августа 2023 года его признали виновным в организации схемы незаконного распределения материальной помощи. Муслимов якобы принуждал своих подчиненных писать рапорты на получение выплат. Обвиняемый подписывал рапорты, за что подчиненные отдавали ему значительную часть полученных денег. Очень распространенная и устоявшаяся схема, я вам скажу. Действия чиновники были расценены судом как получение взяток по 17 эпизодам, а также злоупотребление полномочий. Принимая во внимание ранее вынесенный приговор, ему определили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Представьте себе. А также оштрафовали на 60 с лишним миллионов рублей. Адвокат Муслимова утверждала, что действия подзащитного нельзя интерпретировать как получение взяток, потому что он забирал часть бюджетных средств, которые сам же помог получать своим подчиненным. Защита настаивала, что данные действия относятся к статье 285 «Злоупотребление полномочиями». Ну, то есть, как бы намекают они, что человек не взятки брал, а откаты получал. Ну, в общем-то, формально, да, наверное, они правы в этом своем отношении к статье. Но по сути, вообще как относиться к такого рода поступкам? Можно ли это назвать традиционной взяткой? По-моему, разница не очень большая. Смысл все равно тот же – это обогащение за счет использования своего служебного положения. Да, есть разница в деталях, в штрихах. Действительно, в данном случае человек осваивает, так скажем, бюджетные средства, а не получает деньги напрямую от каких-то интересантов, как это бывает в случае со взяткой. Вот. Кто-то скажет, что такое осваивание, в кавычках, бюджета хуже, чем взятка. И, наверное, тоже будет в этом логика, потому что деньги напрямую из бюджета, то есть деньги налогоплательщиков, не какого-то отдельного злоумышленника, который занес взятку, а прям такие деньги народа, если хотите. То есть, наверное, в этом смысле, наоборот,
такого рода действия нужно бы интерпретировать более жестко, чем банальную взятку. Любопытно. Можно на эту тему опять-таки рассуждать и думать, как лучше, как хуже. Так. Вижу, вот вы тут сообщаете, да? В Тыве, например, да, сильно выросло количество построенных и проданных квартир. Черные вдовы перестают снимать жилье и покупают квартиры в областных центрах. Да, это тенденция, об этом, опять же, я слышал уже не раз. В крупных регионах вроде Башкортостана, наверное, это еще не так заметно и не так способно влиять на в целом рынок недвижимости, но в таких не очень населенных регионах, как в данном случае Республика Тыва, да, наверное, это очень существенно. И, кстати, вот Клара писала, что квартирантка съезжает. Наверное, потому и съезжает, что теперь ей не нужно арендовать. Теперь она способна будет купить себе жилье и жить в свое удовольствие. Действительно, многие, так называемые, то есть вдовы-то настоящие, вдовы так называемых героев решают прежде всего жилищные проблемы. Ну и на том спасибо, что не все деньги спускают в трубу. Даже так можно сказать на эту тему. Так, с взятками чиновника разобрались, а теперь как раз-таки к тому, что ровно 5 лет назад, 24 августа 2020 года, был вынесен приговор ярчайшему и главному, опять-таки, на мой взгляд, политику Республики Башкортостан Айрату Дильмухаметову. Целых 5 лет прошло с вынесения приговора. Я напомню, что он был осужден по 5 статьям Уголовного кодекса. В заключении он находится с 12 марта 2019 года, то есть не 5, а 6,5 лет. И таким образом хочется в некотором роде с удовлетворением констатировать, что больше половины назначенного ему срока он уже отбыл. Вот. Соответственно, я, как и, наверное, любой, кто знает и уважает этого человека, надеемся и верим, что в добром здравии он в обозримом будущем окажется на свободе. Мы сможем вновь общаться и думать на тему того, как жить дальше, что делать со всем этим. Да? Опять-таки, совсем другая история, совсем другой мир был вокруг, когда Айрата Дильмухаметова арестовали и отправили в тюрьму. В частности, в Башкортостане вообще казалось, что, знаете ли, некая, если не оттепель, но, по крайней мере, игра в либерализм развивалась в тот период. Сами знаете, недавно, несколько месяцев назад к тому времени, Хабиров приехал в республику, и устраивали они всякого рода показуху, наверное, если уж так смотреть правде в глаза, с регистрацией многочисленных кандидатов на пост главы республики. Помните выборы первые в 2019 году? Там даже вечный кандидат Рафис Кадыров был зарегистрирован в качестве кандидата и даже смог себе позволить устроить небольшое шоу в ходе дебатов, которые тоже сами по себе были частью большого шоу. Ведь дебаты у нас на уровне государства не принято проводить. Лично Путин ни разу в жизни в дебатах не участвовал. А Хабиров буквально позволил себе выйти на прямой диалог со своими конкурентами, если можно так сказать. В общем, это все, с одной стороны, бросало пыль в глаза, заставляя некоторых людей думать, что у нас чуть ли не демократия в республике, как минимум, да. Но по факту происходили вот то, о чем мы говорим. На подходах, на дальних подступах еще к выборам главы республики был арестован и отправлен в темницу главный политик, единственный человек, который мог составить реальную конкуренцию, и не просто конкуренцию, а мог бы рассчитывать даже на победу в случае, если бы мы могли себе представить реальные демократичные выборы с
одинаковым доступом к СМИ, с доступом к агитации и, главное, с реальным подсчетом голосов. Понятно, что даже те выборы, когда вроде бы у Хабирова реальных конкурентов не было, и он победил бы в любом случае, даже в тех случаях зачем-то были спущенные сверху разнарядки, и избирательные комиссии эти выборы фальсифицировали. Если вы помните, на моем конкретном участке даже они пошли на этот шаг. Были пойманы, соответственно, я, по крайней мере, зафиксировал и был совершенно убежден в том, что даже здесь был вброс. Ну ладно, вбросами, как говорится, никого не удивишь. Это у нас давно и надолго, судя по всему. Вот, соответственно, мы будем надеяться и верить, ждать, что когда-то в обозримом будущем все-таки какие-то честные выборы к нам вернутся. Сами по себе они, конечно же, вернуться не могут. Для этого должны произойти тектонические сдвиги, качественные изменения. И вместе со всеми прочими изменениями мы, наверное, дождемся и выборов, на которых сможем проголосовать, в частности, за кандидатуру Айрата Дильмухаметова, который окажется кандидатом и, я надеюсь, в последующем победителем на таких выборах. Так. Так. Азат тут спрашивает, видели ли мы видео Варламова в ТВ, город Кызыл, столица. Ну, если вы имеете в виду блогера Илью Варламова, то, наверное, вы имеете в виду видео не новое, потому что он давно не в России, и, скорее всего, он туда ездил давно. Я сейчас не могу точно вспомнить, видел ли я. Скорее всего, да. Потому что такие нишевые истории, они как бы меня традиционно интересуют. Скорее всего, мне было важно это посмотреть. Так. Кстати, любопытно, я тут в Фейсбуке, запрещенном и ликвидированном, так сказать, в России, сделал репост своего поста от 30 августа 2019 года. Тогда я написал довольно-таки большой и эмоциональный текст по поводу происходящего вокруг Айрата Дильмухаметова. Еще год оставался до вынесения ему приговора. Тогда лишь продлевали ему сроки содержания под стражей. И вот, знаете ли, откуда ни возьмись, нашлись какие-то люди, ну, как минимум один человек, которого я совершенно не знаю, который пришел разбирать по полочкам, по пунктам все, в чем я, видите ли, не прав. Я диву даюсь, откуда в этой сети берутся такого рода персонажи. То ли действительно искренний человек, но не похоже, с одной стороны, потому что фотографий даже нет. Бот, но боты так много не пишут, знаете ли, развернуто. Они приходят коротко и не совсем по теме, просто пишут, что у нас все замечательно, классный президент, свободная страна и так далее. В общем, интересно было прочесть, а я не стал особо, конечно, дискутировать, а повел себя несвойственным себе способом, жестко и довольно грубо ответил. Ладно. Это все лирика, и, соответственно, резюмируя и заканчивая вышесказанное, повторю, что свободу Айрату Дильмухаметову, свободу всем политзаключенным, и мы их ждем, надеемся и верим. Дальше. Но опять же, тут уже все так несущественно. Пруфы рассказали о том, как уфимская молодежь стекается в разваливающийся дом Тухвата Енаби в центре города. Опять же, я бы, конечно, не обобщал, не говорил бы в целом уфимская молодежь. Определенная часть уфимской молодежи не может, конечно же, не воспользоваться тем, что у них перед носом есть большое, в некотором роде даже величественное здание, расселенное здание с доступом для всех желающих. Речь о здании в центре за Бургер Кингом на Карла Маркса. Дом 30-х годов постройки. Тут причем написано, что в 30-е начали строить, в 50-е завершили. То есть это в некотором роде
классика сталинского периода. Каким-то образом оказался этот дом аварийным, его расселили, и вот на площадях этого дома гуляют теперь молодежь, и не только, судя по всему, молодежь. Тут целый фоторепортаж пруфы на эту тему подготовили. В общем, опять же, ничего существенного и ничего нового в глобальном смысле, но вопрос, опять же, каким образом такого рода объекты остаются доступными для самых широких кругов? Не только для асоциальных элементов, но и для подростков и детей. В общем-то, мне кажется, за этим должны как-то следить более пристально. Опять же, речь про центр города. Но в результате мы же помним, да, у нас как принято? У нас принято красную линию облагораживать, у нас принято тротуарную плитку менять, даже вполне себе нормальную, если это улица центровая, если это лицо. А то, что происходит позади, буквально этой самой красной линии, уже никого не волнует. Там могут быть разрушенные не только фасады уже, да, но и целые здания. Там могут быть опасные для жизни и здоровья граждан объекты, и никого это не волнует. Показуха во главе угла, показуха как смысл жизни. А качество, а реальная безопасность – это уже вторично. Эх, надо мне в мэры идти, пишет Азат. Да. Знаете, что тут я скажу, кроме шуток? Знаете, печаль-то не в том даже, что мэр какой-то не такой. У нас нынешний мэр даже местами проявляет себя с неплохой стороны, с точки зрения личностных качеств. Система же такая. То есть даже самый идеальный человек на должности условного уфимского сити-менеджера, он не способен в корне все изменить. Потому что такова, опять же, система. У него и на бумаге де юре полномочий на самом-то деле недостаточно. Но и по факту в нынешней ситуации, когда, в частности, финансово он полностью зависит от вышестоящего руководства, от руководства республики, многое ли может поменять мэр с точки зрения принципиальных вопросов градостроительства в частности. Лобби застройщиков, подкрепленное серьезными финансовыми активами, связями, блатом так называемым, это все то, с чем какой-то даже самый замечательный человек бороться и победить вряд ли может в нынешних условиях. Сейчас я не говорю, что конкретно Мавлиев в Уфе все это пытается сделать и ему не дают. Нет, у меня таких данных нет. И есть сомнение, что он хотел бы даже с этим бороться, учитывая, что вопросы к его вкусу остаются. Но я в целом абстрактно рассуждаю, что любой человек на его месте в нынешних уфимских, башкортостанских, общероссийских реалиях вряд ли может сделать что-то более или менее важное и значимое. Так, вы представляете это в идеальном мире, да, я понял. В идеальном мире, конечно, было бы интересно. Но мир, к сожалению, не идеальный. Вот оттолкнусь от, знаете ли, последнего нашего эфира на прошлой неделе с Женей Коноплиным мы его провели, и мы обсуждали в том числе новость, связанную с поджогом мечети в Благовещенске. Вполне разумно и объективно с точки зрения журналистов мы озвучили все, что знаем, и некие предположения о том, кто это и почему сделал, мы назвали сомнительными, потому что никаких доказательств этому у нас не было. Что началось в очередной раз вновь в отношении Жени Коноплина? Я уже не знаю даже, как это комментировать. Вот Руслан Габасов, да, активист, политический деятель даже, наверное, правильно сказать. Понятно, что признанный иностранным агентом и так далее, и так далее. Просто, я не знаю, хлебом не корми, дай покритиковать Коноплина и аспекты вместе с ним. Зачем? Я понимаю, что есть какие-то стилистические разногласия, нюансы. На самом-то деле это нюансы, это такие мелочи, о которых можно интеллектуально, культурно спорить, дискутировать, аргументацию приводить. Зачем? Врагов, что ли, нету? Я не знаю. Есть же, и так есть, о ком можно разговаривать, да, и, скажем так, с кем бороться. Если
мы говорим, что по большому-то счету, по принципиальным-то вопросам люди являются единомышленниками. Ну это ведь так, это правда. Ну разве можно сосредотачивать все усилия, буквально чуть ли не все усилия, на том, чтобы поливать грязью, ну, по большому счету, союзника? Где логика, где смысл? Вообще не понимаю. В чем прикол, в конце концов, выражаясь простым молодежным сленгом, заниматься вот этой вот травлей даже, если хотите. Ну, я это даже уже в некотором роде с юмором начинаю воспринимать как бесплатный пиар. Ну, потому что иначе как это еще можно объяснить? Не знаю. Короче, лишена логики, мне кажется, такая политика. Это контрпродуктивно, нерационально и совершенно неразумно. Опять же, усилия можно прикладывать к более полезным, знаете ли, и рациональным вещам. Разумеется, вслед этим словам прилетит и в мой адрес. Я не удивлюсь. Точнее, я этого жду, и это так оно и случится, иначе невозможно. Значит, Валеев оправдывает русского шовиниста, имперца Коноплина. Ну, так ведь это будет сказано или написано как минимум. Ладно, как говорится, развивать эту, на самом деле, контрпродуктивную историю вроде бы и не хочется, но иногда и не ответить нельзя. Ну вот, не знаю, что вы думаете, кстати, по этому поводу? Надо ли вообще как-то цепляться за это все? Я не могу не цепляться лишь потому, что я продолжаю исповедовать свой главный принцип. Нужно стараться искать союзников, а не врагов. Врагов и так достаточно. Особенно если люди имеют по принципиальным вопросам одинаковые взгляды. Если мы исповедуем взгляды свободы, демократии, если мы критикуем Кремль и его политику, то считаю, что по основным вещам на 90% мы считаем одинаково. Мы же предполагаем в себе в будущем демократическое устройство в республике. Возможность высказывать свое мнение, возможность дискутировать. И мы предполагаем, что люди сами будут решать, что им делать. В этом смысле, ну какая логика в том, чтобы мочить там, условного Коноплина? Ну, что он может изменить в условном будущем свободном Башкортостане, где будут честные выборы? Нет. Но вот когда они будут, кстати говоря, и будут дискуссии о том, какой путь выбирать, ну вот тогда, наверное, надо будет начать говорить, ага, вот этот не прав, его платформа, значит, не имеет будущего, не выдерживает никакой критики. А вот эта вот платформа, там, она более-менее нормальная. А голосуйте за нас, потому что мы тут такие самые лучшие. Вот тогда, наверное, как-то можно будет это поддержать, эту дискуссию, опять же, цивилизованную. Но сейчас, когда речь идет совершенно о другом этапе, мы находимся на другой точке, знаете ли, развития или деградации, если хотите. И мы занимаемся одним и тем же делом. Поэтому это больше печалит, больше удручает, нежели злит или расстраивает. Вот, как-то так. Так. Ну и под занавес о том, что у нас пишет пропаганда. Глава Башкортостана пригласил на романтику осени и на дни армейской культуры. Ну, разумеется, меня зацепили именно дни армейской культуры. Это что за дни такие? Раньше ничего подобного я не замечал. Но, видимо, с течением времени, под влиянием нынешней эпохи, эти дни и появились. Значит, вот такая атмосфера царит в эти выходные на Советской площади в Уфе, написал Хабиров. Фестиваль «Романтика осени» и дни армейской культуры продолжаются. Ага, то есть эти дни уже состоялись, получается, в минувшие выходные. А именно глава региона стал инициатором проведения этих крупных культурных проектов в столице республики, пишет Башинформ. Ну а кто же еще может стать инициатором? Ну, у кого есть на это деньги и ресурсы?
В общем, что за мероприятие, кто там пел, что за, значит, конкурсы, песни и пляски там были. Тут история умалчивает, но вот фотографии сами видите, как это выглядит. Вот, ну, а я, соответственно, буду на этой ноте завершать. Не то чтобы очень у нас позитивный и обнадеживающий выпуск получился, но какой есть. Вот, призываю, опять же, всех к конструктивному диалогу, к сотрудничеству, к позитивному, я не знаю, мышлению, если хотите. Это, конечно, пошло звучит и довольно-таки банально, но в данном случае, скорее всего, это лучше звучит, чем рознь и распри. Это касается совершенно разных людей, но в том числе и тех, конечно же, о ком я сегодня выше упомянул. Вот. А благодарю всех зрителей этого эфира. Жду ваших лайков, дорогие друзья. Жду ваших комментариев, мыслей, что вы думаете о услышанном или неуслышанном. Может быть, чего-то не хватило. Да? Пишите, пожалуйста. Всегда рад любой вашей обратной связи. Хорошего всем дня, будьте здоровы и всем пока.